Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав, мы находимся в Якутии. Сегодня ко мне уже приехал новый гость, Сергей Соболевский, воблеродел из города Новосибирск. Вчера буквально он прилетел вечером, до этого была задержка самолета на сутки, он просидел в городе Якутске. И вчера я его встретил, но вчера же на этом же самолете я проводил победителя предыдущего розыгрыша «Поездка на клевую рыбалку» Сергея Вавилина. Вот. Вечером я Григорьевича встретил, мы приехали поздно, переставили палатку, вечером посидели, Григорьевич поснимал для своего канала, половил сорогу. Вот есть об этом сюжеты на его канале. Потом с утра у нас вот такая вот погода мрачная, снаружи пургует такой южный ветер с порывами, поэтому мы сегодня будем большую часть, наверное, будет рыбачить палатки, я не знаю. Ну, я попробую потом, может, маленько ветер. Посмотри сам. С утра, в общем, у него была просто мощнейшая поклевка щуки, мощная. Я смотрю в камеру, и что рыба-то не маленькая, как бы. У меня была в лунке камера, у него блесна. Ну и не смог он ее вытащить, потому что опыта не хватило. Да, она оторвалась, ушла, но ничего. Я ее как танк поволок. Да, и потом была поклевка, увидели сига в камеру, значит, он сидел на блесне, я камеру вытаскиваю, бросаю мормышку с мушкой, и сиг схватил мушку с мормышкой. И эта камера у нас, у него не писала, ни у меня не писала, в общем, но факт того, что мы выловили вот такого сига, да. Уже... Тихо! Сейчас еще упустим. Последнего сига упустим тут. Вот. И хотим его постругать. В общем, будем кушать. Да. Маленько мы его покушаем. Да. Его надо сейчас замораживать, чтобы он замерз вообще полностью колом. Да. Потому что для струганины нужен такой сиг. Что еще? Как впечатление, расскажи, как приезд первый, вообще, как наш мороз зимний, ты же в Якутии зимой впервые? Да впервые, да это к зиме-то я нормально отношусь, и минус 40, это все нормально, там главное тепло одевайся, но подледная рыбалка, с нашим, с Новосибирском не сравнишь, там у нас еще ерши, окуня, чебак. Вот. Ерши есть, да? Ага, на судака я не хожу, потому что это на Амском водохранилище. Там бегать, там мужики как уходят утром и за стаей бегают. Я не люблю такую рыбалку. Судак у нас есть экземпляры, попадаются там по 2, по 3 килограмма. Вот. А так обычно килограмм, 900 грамм. Я по судаку. Это мой покойный тесть. Вот его блесна как раз и ушла. Так, падает, вот так. Вообще классно. Он сам ее делал, блесну эту. Но подарили Баянаю мы ее. Нет, честно, ребят, я ее как танк, просто как танк повал. Славка мне говорит, не тащи, я ее. Что, бывает? Че, бывает, надо учиться. Я первый раз на зимней рыбалке, Слава. Поэтому будем учиться. Ты задел ее. Ты ее задел. Есть, ребята! Так ты руками вытаскивай. Руками тащи леску-то. Неправильно делаешь. Ой, блин! Ты куда? У тебя катушка неправильная, но я говорю, это очень большая щука. Очень огромная. Ну, у меня руки чуть не сожгла. Так а ты аккуратнее, ты припускай, когда она дергает резко.
Оп, оторвала нафиг. Ну это не умение, это вообще вот как бы ты упор сделал и стоишь, держишь, конечно, тебя оторвет. Чё? Вот зараза! Это не умение. Сразу. Ну как не умею? Я аккуратно ей давал. Не, ты что, не. Я же вижу, что ты упоролся и держишь ее. А когда даешь, ты немножко приотпускаешь, она там уходит, значит, расслабляется. Это очень крупная щука, Серега. Это вот просто вот, ну, это трофей, это 8 где-то вот так, 8-9. А мне блесну жалко. Так, ну давайте заморозим сигов и приступим. Я уже, может быть, тоже, может, порыбачу. Может, Григорьевич, пускай он не хотел, ну, хотел посмотреть, собственно, на камеру, как она работает, там вот. Да. И сидит, смотрит. Но у нас лунки в палатке только 2, и поэтому пускай пока рыбачит с камерой. Я буду заниматься какими-то своими делами пока. Мне надо сейчас и зарядить кетонат. Кетонат нас выручает все тут, и свет нам дает, и зарядки все от него идут. Устройства свои все позаряжать, какие-то бытовые тут дела сделать. Думать надо, что мы будем сегодня есть на обед, чай кипятить. У меня еще там телефон утопленный лежит, надо будет сходить посмотреть. Может быть, Где его попробую достать. Ну там вот один турист утопил у меня. Где? Спутниковый телефон. Ну там вот. Вот там? Да. Вот Я когда вчера вот- лопату забирал. Вот там она стоит. Вот, которые вот приезжали, спутниковый телефон. Да. А как доставать? Ну он лежит, я нашел, где он лежит, под водой-то лежит он. Ну, это магнит надо или что-то? Нет, почему? Я хочу вот подсаком подцепить его как-то. Подсаком? Мудриться, да. А крючком не пробовал? А там вообще не за что зацепиться, он гладкий полностью. Ну туда подсак. Ну, вообще методов, как бы, способов много. Мы тут разработали с Сергеем. Сергей мне помогал вытаскивать его. Вот. Так вот этот Серега утопил, что ли? Не, там другие люди вообще. И, ну, об этом ролике есть на моем втором канале, на канале Клевая Рыбалка Лайф. Там много различных других роликов. А также сообщаю, что в сообществе ВКонтакте Клевая Рыбалка Лайф есть много различного контента, который выходит вперед ютубовского. Подписывайтесь, ссылочки в описании под роликом. Ура! А какой, на верхнюю взял? Ну, я говорю, на верхнюю он у тебя берет. Да, такой хороший кулинарный сижу. Да. И он именно на верхнюю у тебя берет. Понял меня? Он взял на мушку, друзья, вот у меня. Да. А такой мушки нету? К сожалению, нет. Это там вы потеряли. И где это искать? Далеко? Ну, надо везде ездить по этому. По этой дороге в сторону дров туда. Ну, поищем. Будет время. А, это твоя полетела, ёп. Я ж напугался. Ну-ка. А, ну так она в летних снастях, ты чё? А, в летних. Ну тогда не ищи. Нет, я хочу посмотреть, возможно такой же, у меня есть еще одна вот мушка. У меня есть красная вот такая вот, она просто мушка. Вот если ее подвязать, попробовать, как она будет? Тоже мушка. Вот. Сейчас приготовим четкое блюдо. Четкое вообще. Да поскользнулся скользко. Отвал башки называется. Щуку он там нам так и не поймал сегодняшнюю. Хотел так щуку поесть. Но так как щука не поймана, щуку нам поесть не получится. Придется есть сигов. Есть у меня там сиги, парочка.
парочка сигов. Сейчас мы их быстренько приготовим. Ага. Ты смотри-ка, я еще и ловлю сижу. Вообще красава. Вот такой чебачок, знаете, зачетный такой. Сейчас Григорий зайдет, скажу. Давай ту посуду для рыбы. А? Посуду для рыбы дай. Ну вот и жареха подошла. Будем жарить сейчас. О! Понеслась! Будем жарить сейчас. Ага. Да еще на мою лодочку, что ли? Ну а что ты, хозяин-то где ходит? Поссать вышел. Все, значит, на. Не это, не уходи никуда смотреть, когда клюет. На. Оп. О, нормально пошло дело. Ага. Кормилец, что ли-то? Да. Ну, если бы не Григорьевич, мы тут с голодухи, наверное. Я что? Вот это чебак. Нет, сорога. Что, не ловишь таких? У нас таких нет. На Индии. Смотри, какая она икренистая. Вот такая сорога. Куда скинуть? Одна сторона влажная, вторая вообще засохла. Блин. А потом пожарим его хлеб в масле, все как сухарики. Ну, Майонеза на него, когда пожарил, вот. есть у меня теперь поклевочка. Ну что, я вторую тащу свою. Григорьевич, я уж две рыбки съем. Да. Я уж две рыбки съедаю, у тебя одна всего. Пока я... Вот Слава поймал рыбку. Да, кто сегодня будет сытый, как говорится? Наиболее сытый. Вячеслав. У меня две рыбки, я две рыбки жарю. Да, у меня одна. Да. Вот у нас вообще ничего нету, вот, кроме вот рыбы. И мы сейчас будем это... Кто сколько наловится, тот столько и съедает. Да, как бы. да. Должно быть по-честному. Да. Все. Просто вот еды нету абсолютно никакой, кроме масла, муки. И, ну, бурпах не считается, как бы. Да это святой, Да, мы напиток. тут, Григорьевич собирался на рыбалку, в общем. Давай купим продукты, давай. Там написал, там молока, там, по-моему, список, короче. Причем молока только не купили. Молока, там, всяких там муки, туда-сюда. Муку не писал, не надо. Ты написал молока, а молока не купил. Макароны, тушенку, мясо там. И это не писал ты. Он купил только бурпах, короче. И все, и мы приехали. Денег хватило только на бурпах. И на сигареты. Да, и все. Сигарет он не ожидал, что просто такие цены у нас как бы будут. Думал, это у него хватит на все. Вот у нас блок вот этих сигарет, вот, чес-фильтр. Да, конечно. Вот этих чес-фильтр. 1700. Тут 2200. Мужики, сразу имейте в виду. 2200. Ну тут все дорого, не только вот сигареты. Да. Вообще дорого все, конечно, здесь. Ну смотри, вон она лазит и не берет. О, вторую рыбку я уже свою почистил. О, клюет! Сейчас, подожди. О, 3 рыбки, да? Ну, 3 нормально мне, да. Я прям вот... Ну я же подсказал. Ну, голову я тебе оставлю. А, ладно. Позвоночником, ладно. Так уж и быть. Где-то они будут. Котихи подбиваем хоть. Сходить это, дров перенуть там.
вообще. Понедельник, чтобы не дергаться больше. Опа! Смотри, а. Ну, как бы, ну, вечернюю ночь. Каша-то у меня. Ну, ну, вот этого я могу тебе подарить. Ладно, все, договорились. А ты смотри, ты ловишь. Во! Давай. Давай. Ты что, реально что ли? Ну, шевелил. Шевелил? Ага. Странно. Странно. Очень странно все это, друзья. Оп. Все, изменяй. Рыбка, сейчас мы тебя быстренько. Раз. Телефон. Интернета нету, я бы отправил уже давно. Все, я тут уже, Славка за мной, я вот уже сорогу поймал, тащу ее, килограмм точно. Ага. Слушай, я езжа, кажется, взял. Нет, это сорога. Сорога такая. Андрюха, сорога, я хренею, упаву баян. Слушай, ну ты будешь кушать ее это жестко прям. Чего? И вот это одной сороги прям. Весь ужин и завтрак сделал. Он 4 сороги поймал, а я одну поймал. И готовит ужин. Как, говорит, делить будем? Я 3 сороги, а ты одну. Я говорю, ладно. Такая сорогина. А тут я сейчас вытаскиваю, килограмм щуку упустил. На 10 килограмм. Да, в десятка точно была. Слава телевизор поставил, а я блесну бросил. Дедушку, моего тестя, царство ему небесное. Она вообще ловчая. Ты представляешь, она к камере подплыла. Я только в камеру один зрачок ее видел. Как она дала, я ее как попер. Надо было маленько отпустить, но я все подрывал, все. Я ее пер как танк. А? Не. Кого тут страху было? Тебе привстать надо. А я сейчас привстану. Сейчас слышишь? А я когда... Ну вот, друзья, суть дела вкратце таковая, что Григорич Где-то опять отчудил. нечаянно просто вот. Ну такое можно сделать только нечаянно. И только Григорьевич может. Не только Григорич такое может сотворить. Он утопил свой самый лучший микрофон, петличку фирменную. От фирменного, между прочим, DJI. Оборудование DJI. На минуточку. 7000 стоит. Ха! И вот вы представляете, вот каково его сейчас вот психологическое это состояние у Григорьевича. Утопил телефон от DJI. Точки. То микрофон. Да, по осени мы тут с ним очки искали всю осень. Хорошо, хоть перед отъездом нашли. Да? Да. Уронил очки. Это там Сваровский, по-моему, или какой там, я не помню, тоже стекло. Да, искали, лазили. Остекление. Очень дорогой какой-то вот. Очки какие-то дорогие. Ой. Надо же так, Ну да. благо, нашли все, нашлось. Очки нашли. Да. Ну завтра камеру запустим, будем смотреть, может микрофон там. Да. Завтра мы запустим камеру под воду. Дрона подводного. Поискового. Да. О, как она вкусно. Скворчит. Да, она не только вкусно скворчит, она еще и издает
вкусные и при этом запахи. Или не очень, Григорьевич? Не, запах вкуснейший. Вкуснейший запах. Тогда уже, да, тогда уже. Прям таки. Хорошо. Какие? Да, скорее всего, я стала она туда. Ну, посмотрим, будет видно. Есть отдельно жарить тебе. Ну, как-то так получилось. Да. Сорога, в принципе, прожарилась. Нормально. Григорий свою здоровую сорогу сейчас будет есть, не знаю. Что скажет? Ого. Ну, считай, килограмм. Я ее сейчас буду маленько-маленько под пырпах с лучком употреблять. Ну, на хлеб майонезик мы. Вот. Слава говорит, вот старый, говорит, давай, откармливайся. Да. Выловил, съедай. Да. Вот так. Просто мы не берем то, что мы не хотим съесть. Да. Поэтому у нас и рыбы больше. А у нас там выгребает все. Без надобности, то есть не ловим, там, чтобы поймать, домой притащить. В холодильник бросить, она лежит 2 недели, стухла, выкинул. Вышел, выкинул. Так не делаем. У нас, помню, в советские времена озеро было. Ну, она туда заросло. Туда пелец запустили. Чтоб траву ела. И белого амура. Доброго утра, Григорьевич. Доброе утро, ребята, всем. Как спалось? Отлично. Чебакам, щукам, окуням, привет. Которые утром уплыли, да, чай налить, говорят? Да, наливай. Но это не бурпах, я тебя предупреждаю сразу. Я вижу кипяток. Что, по кофейку? Да, конечно. Ну вот такая вот, друзья, сегодня у нас такое утро. Я уже, извините за вид, уже который день здесь живу, просто как бы. Поэтому удивляться не стоит. Вот.